21 сентября православные христиане отпраздновали Рождество Пресвятой Богородицы. Церковью праздник был установлен в IV веке в память о рождении у супружеской пары Иоакима и Анны, дочери Марии, которая впоследствии стала матерью Иисуса Христа. Вся история человечества по учению православной церкви, она предшествовала этому главному событию, чтобы человечество способно было произвести на свет Божий такую чистую и прекрасную девочку, в которой бы не было личных грехов. Личный грех – это то, что я делаю сознательно уже, осознанно. Понимаю, что это плохо, и обличаемой совести могу покаяться, а могу, наоборот, укорениться в грехе. Вот. У Богородицы не было личных грехов. Родилась она от престарелых родителей, которые были из потомков царя Давида, то есть у них было царское достоинство. Вот. Но к тому времени это была уже довольно бедная семья. И самое страшное в их жизни было отсутствие детей, потому что для людей того времени дети – это было благословение Божие. И особенно ожидали Христа Спасителя. И знали, что вот-вот придет на землю Христос, а у них нету детей. И они дожили до старости, и сказано о том, что они терпели поношение от людей, их унижали и говорили, что вы недостойные, грешники, и поэтому вам Бог не послал детей. Но замысел Божий был совсем другой. Именно уже, когда они были неплодные, чудом Божьим Господь в Откровении через архангела Гавриила возвестил и праведной Ане, и святому Иоакиму о том, что они сподобятся воспроизвести на свет вот такое чудо Божие, самую прекрасную Деву. О Богородице мы же говорим, что родилась преблагословенная, пречистая, владычица Богородица, самая прекрасная из всех людей, когда-либо живших на земле. Мы о ней поем в молитве, что она честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. В Сосногорске Богородице посвящен храм в промышленной части города. В 2013 году здание пострадало в результате пожара. На народные средства храм был восстановлен. 25 сентября состоится его освящение. 25 сентября состоится освящение великим чином. Владыка, архиепископ Сыктывкарский и Куре-Мизырянский будет совершать божественную литургию в 9 часов воскресенья утра. Мы приглашаем всех желающих. И храм, мы видим, уже обрел вот такое благолепие, и более просторный, и уже кирпичный. Но вот, как говорят, нет худа без добра, и мы, пользуясь случаем, поблагодарить хотим всех людей доброго сердца, которые помогали нам в строительстве. Дай Бог и им здоровья, всех благ и помощи во всех жизненных ситуациях и во всей жизни. Храни Господь. В Министерстве финансов Республики Коми подвели итоги очередного опроса по бюджетной тематике. Участникам предлагалось отметить, проекты какой сферы требуют наибольшего внимания при реализации проекта «Народный бюджет». Напомним, данный проект в Коми стартовал 1 июля 2016 года. Указ о его запуске подписал руководитель республики Сергей Гапликов. Народный бюджет предполагает непосредственное участие жителей региона в отборе проектов, предлагаемых к реализации за счет средств бюджета в сферах малого и среднего предпринимательства, культуры, дорожной деятельности, физкультуры и спорта, занятости населения и благоустройства. Реализуются те инициативы, которые выбирают сами граждане на общем собрании. По результатам опроса треть респондентов отметила, что из 5 предложенных сфер реализации проекта «Народный бюджет» большего внимания требует сфера благоустройства. На второе место, по мнению граждан, необходимо отнести сферу малого и среднего предпринимательства. Тройку лидеров по значимости замыкает сфера физкультуры и спорта. Результаты опроса будут учтены при дальнейшей координации по реализации проекта «Народный бюджет». Федеральным и региональным льготникам, у которых есть право на получение набора социальных услуг, остается неделя, чтобы определиться с решением, в каком виде получать соцпакет с января 2017 года. Для всех федеральных льготников социальный пакет состоит из 3 частей. Это лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и транспортная часть, то есть бесплатный проезд на пригородном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Для региональных льготников соцпакет состоит из разных частей для разных категорий. Для тружеников тыла в социальный пакет входят 3 составляющие: лекарственное обеспечение, санкурлечение и изготовление и ремонт зубных протезов. Для реабилитированных лиц в соцпакет входят 2 составляющие: лекарственное обеспечение и изготовление и ремонт зубных протезов.
Для категории льготников, как ветераны труда Республики Коми, либо одиноко проживающие граждане старше 80 лет, в социальный пакет входит одна составляющая – это изготовление и ремонт зубных протезов. Отказаться либо возобновить можно как весь набор социальных услуг, так и любую его составляющую часть. Например, если льготник не планирует в 2017 году воспользоваться путевкой на санаторно-курортное лечение, эту часть соцпакета в натуральном виде можно заменить денежным эквивалентом. Аналогично можно отказаться от транспортной части, заменив ее денежными средствами. Что касается лекарственного обеспечения, то каждый льготник должен обдуманно решить, что ему полезнее – получать жизненно необходимые лекарственные препараты по рецепту врача, либо получать деньги. Льготники, принявшие решение со следующего года получать вместо натуральных льгот деньги, либо вернуть необходимую часть соцпакета в натуральном виде, могут обратиться с соответствующим заявлением в Центр «Мои документы». Последний день приема заявлений – 30 сентября. Если текущий порядок предоставления соцпакета полностью устраивает, то обращаться с заявлением для подтверждения своего решения не надо. В Сосногорске стартовал муниципальный этап летнего фестиваля ГТО. На стадионе «Гладиатор» нормативы сдают учащиеся городских школ. Первыми спортивный объект посетили ребята, обучающиеся в образовательных учреждениях железнодорожной части Сосногорска. Позже к ним присоединятся юноши и девушки из школ промышленной части города. Это движение, конечно, массовое, оно внедряется уже повсеместно в городах и селах. В этом году, в 2016-м, пока идет охват школьников, а с 2017 года уже начинается полноценная работа со взрослым населением. Поэтому у нас проводятся и декады ГТО, фестивали ГТО. Также определены места тестирования по школам. Учителя физкультуры введены в судейскую бригаду постановлением администрации. И они также могут у себя принимать нормативы ГТО у детей. Центр тестирования ГТО находится в «Метеоре». Туда стекаются все данные, затем мы их отправляем дальше региональному оператору. Участники фестиваля ГТО проявляют себя в прыжках в длину, подтягивании, беге и других дисциплинах. Победители муниципального этапа в конце сентября представят Сосногорск в столице Республики Коми. Считанные дни остались до главного спортивного события осени – массового забега «Кросс-нации-2016». В этом году в Сосногорске он состоится 24 сентября. Старт будет дан в 11 часов на площади Гагарина. Мы приглашаем поучаствовать в забеге всех школьников района, работников учреждений, организаций и предприятий, всех желающих и любителей спорта. Старт будет дан в 11 часов на площади Гагарина. Участники забега пробегут по маршруту улица Пушкина, улица Дзержинского, улица Пионерская, улица Ленина и финишируют, опять же, на площади Гагарина. Все участники забега будут награждены дипломами и каждый участник забега получит сертификат с 50% скидкой на одноразовое посещение лыжной базы и ледового дворца. Состоится кросс-нации и в поселках Нижний Одес и Вайвож. Местные сторонники здорового образа жизни стартуют также в 11 часов. Кроме этого, по традиции, накануне 23 сентября в Сосногорске пройдут массовые забеги, участниками которых станут воспитанники детских садов.